Российская империя, а затем Советский Союз, веками правили различными этническими группами Средней Азии. Господство России в Средней Азии закончилось распадом Советского Союза в 1991 году. Тем не менее, Россия все еще имеет огромное влияние на 5 независимых стран – Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан. Приняв на себя мантию Советского Союза, Россия давно определила Среднюю Азию как сферу своего влияния. Это единственная держава, которая предлагает государствам Центральной Азии формальную гарантию безопасности под эгидой Организации договора о коллективной безопасности, поддерживаемую сетью баз и радиолокационных установок по всему региону. Этнические русские до сих пор продолжают составлять от 5 до 20% населения центральноазиатских стран. Русский является одним из официальных языков в Казахстане и Кыргызстане. Даже с учетом продолжающегося кризиса в российской экономике, миллионы рабочих из этих стран находят работу в Российской Федерации. Российские энергетические и горнодобывающие конгломераты имеют существенное влияние на местную экономику. Центральная Азия с ее природными ресурсами и географическими преимуществами всегда была ключевым элементом сферы влияния многих ведущих держав, и поэтому интерес Китая к ней не нов. Это всегда было связано с вопросами, касающимися расширения территории Китая и контроля над ней, а также ее территориальной безопасности. Признаком такого комплексного интереса является то, что официальные визиты в республики Центральной Азии с момента обретения ими независимости сменяли друг друга в устойчивом ритме после первого визита премьер-министра Ли Пэна в 1994 году. Различные китайские династии тысячелетиями стремились распространить свое влияние в сердце Евразии. Стремясь защитить торговлю вдоль шелкового пути от набегов кочевых племен, династия Хань расширилась в Среднюю Азию более 2000 лет назад. Но в 1751 году нашей эры халифат аббасидов остановил китайскую экспансию в битве при Таласе недалеко от нынешней казахско-киргизской границы. В современную эпоху китайское экономическое влияние в Центральной Азии впечатляет. С 1991 года объем торговли увеличился более чем в 100 раз и составляет более 50 миллиардов долларов США в год. Хотя между Китаем и Россией и существует некоторая напряженность из-за растущего влияния первой и уменьшающегося регионального влияния последней, тем не менее, огромные китайские инвестиции продолжают поступать в стратегический задний двор Москвы, которая продолжает сохранять свое влияние в регионе Центральной Азии. Но из-за неэффективного руководства Кремля и ужесточения санкций Россия вынуждена искать новых союзников, тем самым становясь все более зависимой от Китая и постепенно теряя сферы своего влияния. Сегодня китайско-российское сотрудничество в Центральной Азии опирается на 3 основных фактора. Это транснациональный исламизм, контрабанда наркотиков и региональные цели Америки. С межэтнической напряженностью и огромным экономическим потенциалом, добавленным к геополитическому миксу, Центральная Азия является важным и опасным перекрестком для расширения глобального влияния Китая. Поскольку Китай ощущает давление со стороны Америки и его союзников в Тихоокеанском регионе, а Россия под аналогичным давлением на Западе, 2 державы взаимно заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия оставалась свободной от стратегической напряженности и влияния извне какой-либо третьей силы. Китайско-российские отношения в Центральной Азии остаются отношениями сотрудничества именно из-за восприятия общих региональных проблем. Москва и Пекин опасаются любой американской стратегической проекции в богатыми ресурсами район на своих границах. Пекин рассматривает поворот в сторону Азии и Вашингтона как попытку сдержать рост Китая в регионе. Отношения между Россией и Америкой переросли в открытое соперничество из-за конфликта на Украине и как следствие экономических санкций. Первоначально опасения по поводу безопасности Китайской Народной Республики были основаны на стабильности в Синьцзяне, которая была одним из основных факторов, определивших политику Китая в отношении Центральной Азии. Однако в действительности проблемы экономического развития и политического контроля в Синьцзяне все еще далеки от решения в этой провинции, которая только формально была интегрирована в империю Цин в 1884 году и которая до сих пор остается спорной периферией для Китая. И пример тому не только инциденты 1997 года в этой провинции, но и повторившиеся инциденты 2008 и 2009 годов. На экономическом уровне Синьцзянь фактически сталкивается не только с дифференциалом в развитии, который значительно отстает по сравнению со средними показателями по стране,
но еще более дестабилизируется с постоянным, если не сказать, увеличивающимся неравенством между населением китайцев ханьского происхождения, которое сегодня составляет почти 50% местного населения, и коренным населением уйгурами, этнически и культурно характеризующим идентификацию со всем населением Центральной Азии. Китайская стратегия контроля через оккупацию, которая выразилась в значительном увеличении населения ханьского происхождения, ускорилась с 6% от общей численности населения Синьцзяня в 1949 году и насчитывавшей 300 тысяч человек до 40,6% от общей численности, то есть это 7,5 миллиона человек в 2000 году. И это вызывает недовольство мусульман не только внутри страны, но и беспокойство по всей Центральной Азии. Для Пекина очевидно, что контроль над Синьцзянем влечет за собой также контроль над периферией и трансграничными контактами. Таким образом, хотя центральное правительство и провозгласило формальную политику установления хороших отношений со всеми новыми республиками Центральной Азии, но тем не менее в директиве Центрального комитета Коммунистической партии Китая от 1996 года подчеркивается необходимость получения обещаний от Казахстана и Киргизии не поддерживать движение за независимость уйгуров или казахов, зародившиеся в Синьцзяне. Стратегия стабилизации периферии, которая является частью пограничной политики, проводимой настроенным якобы на реформы Китаем и связанной с теориями пацифистского подъема, составляет теоретическую основу этой стратегии, которая направлена на убеждение и успокоение для лучшего умиротворения при отсутствии на настоящий момент каких-либо реальных средств принуждения. Все это называется главной задачей и целью внешней политики Китая. Эта стратегия также основана на новой концепции безопасности, направленной на продвижение якобы взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды и координации, своего рода необязательной политики в китайском стиле. Что касается Центральной Азии, то эта стратегия стабилизации границы в то же время была выражена озабоченностью на начальном этапе решения всех пограничных вопросов, унаследованных от советской эпохи, в смысле более благоприятным для новых республик Центральной Азии, с которыми Пекин хотел установить хорошие отношения. На этой, казалось бы, позитивной основе Китай разработал стратегию союза против сепаратизма, которая постепенно приняла более устоявшуюся форму борьбы с тремя силами зла, представленными как терроризм, экстремизм и сепаратизм. Эти элементы, которые также появляются как ответ на тему оси зла, проповедуемую Соединенными Штатами с первых лет тысячелетия, аналогичным образом включают обязательства со стороны азиатских республик не поддерживать сепаратистские движения, взятого из Синьцзянского обязательства, которое в идеале должно привести к активному сотрудничеству в плане репрессий и репатриации сепаратистских элементов, к которым стремится Пекин. Этот элемент был тем более важным, что более 400 тысяч уйгуров поселились в Средней Азии, более 300 тысяч из которых в одном только Казахстане, где семейные узы довольно тесные. Более того, около дюжины уйгурских организаций терпимо относятся к Казахстану, несмотря на соглашения, подписанные с Пекином. Китай фактически создал сеть сотрудничества в военной сфере и для поддержания полицейского порядка в регионе. Для Китая, по сути, это был вопрос разрыва очевидной культурной, языковой, этнической и религиозной общности между мусульманами Синьцзяня и республиками Центральной Азии с целью создания, напротив, общности интересов, связанных с характером находящихся у власти режимов между авторитарными властями. Но, укрепляя стратегические связи между Китаем и Центральной Азией, Пекину было необходимо в то же время отрицать или минимизировать естественную и историческую интеграцию Синьцзяня со всем регионом Центральной Азии. Шанхайская организация сотрудничества ШОС, созданная в 2001 году и объединяющая Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Россию, преследовала именно эти цели в решении пограничных вопросов, как снижение военной напряженности и реализации мер укрепления доверия. 9 июня 2017 года Индия и Пакистан также стали полноправными членами ШОС. В настоящее время общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 миллионов квадратных километров, то есть это более 60% территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС сейчас равна 3 миллиардам 400 миллионам человек. Это почти половина населения планеты. Экономика Китая – вторая экономика мира по номинальному ВВП и первая по ВВП по паритету покупательной способности. До крушения Советского Союза Центральная Азия не играла существенной роли в отношениях между США, СССР и другими державами региона.
Прежде плохо изученное американцами пространство начало их по-настоящему интересовать с 1991 года. С тех пор США остались единственной сверхдержавой, чьи интересы проникают во все регионы мира, в том числе и в Центральную Азию, где они до недавнего времени являлись одними из основных игроков. В начале США было трудно определить четкие приоритеты в Центральноазиатском регионе. Вашингтон был озабочен угрозой коммунистической реставрации на постсоветском пространстве, что заставляло его не посягать на влияние России в странах ближнего зарубежья, за исключением стран Балтии, в которых Россия почти сразу утратила все свое влияние. В 1997 году Вашингтон объявил государства Центральной Азии зоной своих долгосрочных стратегических интересов, а в марте 1999 года Конгресс США принял акт о стратегии «Шелкового пути», в котором говорилось о поддержке экономической и политической независимости стран Центральной Азии, которые смогут уменьшить энергетическую зависимость Соединенных Штатов от нестабильного Персидского залива. Делая ставку на развитие двусторонних контактов со странами постсоветской Средней Азии, США, очевидно, оставили без должного внимания создание в 1996 году Шанхайской пятерки прообраза ШОС. В целом, отношение США к Шанхайской организации сотрудничества постепенно изменялось от пассивного наблюдения за ее деятельностью до активной заинтересованности. В настоящее время среди западных исследователей широко распространено мнение, что ШОС имеет антиамериканскую направленность и создана в противовес блокам США и западных стран. Первоначальное отношение США к ШОС характеризовалось пассивностью, практически минимальным реагированием на ее развитие. США рассматривали на тот момент еще Шанхайскую пятерку как структуру, деятельность которой не представляла никакой угрозы его интересам, а напротив свидетельствовала о снижении роли Москвы в Средней Азии вследствие появления там нового крупного игрока – Китая. Кроме того, первоначальные цели создания организации отвечали и целям США, в том числе в этом регионе. Вашингтон приветствовал любые шаги, направленные на ослабление угрозы исламского экстремизма, снижение конфликтного потенциала и достижение стабильности в Средней Азии. Поэтому на официальном уровне США не придавали Шанхайской пятерке особого внимания. Но уже в конце 90-х годов многие аналитики выражали обеспокоенность по поводу сближения России и КНР, обвиняя президента Билла Клинтона, что он недооценил всю опасность заключения договоров и поставок оружия в Китай. Несмотря на то, что ШОС позиционирует себя как региональная организация, которая выстраивает свою политику на позициях поддержания безопасности в Центральной Азии и остальном мире, некоторые западные исследователи подчеркивают очевидное противостояние организации странам НАТО, в частности США. Аналитик Джао Хуашен подчеркивает, что ШОС не имеет антиамериканской направленности, вместе с тем приводит факты, свидетельствующие, что и Шанхайская пятерка, и Шанхайская организация сотрудничества были созданы в период наибольшего обострения отношений между Америкой, Китаем и Россией. И дальнейшим свидетельством этой политики послужила декларация, принятая 5 июля 2005 года в Астане на саммите ШОС с призывом к США определить сроки вывода американских баз из Центральной Азии, размещенных в этом районе, в Киргизии и Узбекистане, для поддержки действий американских войск против режима Талибан в Афганистане. Ответом на Астанинскую декларацию стала принятая 19 июля 2005 года резолюция Палаты представителей Конгресса США с выражением озабоченности в связи с заявлением ШОС, которое расценивалось как явная попытка Китая и России выдавить США из этого региона. Вскоре после этого Узбекистан заявил, что американцы должны будут покинуть базу Карши-Ханабад на его территории в течение полугода. Эти шаги вызвали серию ответных высказываний со стороны высокопоставленных чиновников с обеих сторон, что и послужило точкой отсчета в официальных взаимоотношениях между ШОС и США. В октябре 2005 года государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила Киргизию и договорилась с президентом Курманбеком Бакиевым о переводе американского контингента из Узбекистана на авиабазу Ганси, бывшее название авиабазы Манас в Киргизии. А в феврале 2009 года киргизская сторона объявила о намерении закрыть авиабазу Манас, сославшись на отказ США обсуждать вопрос увеличения арендной платы за использование базы. Через несколько дней парламент одобрил решение правительства Киргизии. В марте 2009 года запрет на использование авиабазы распространился еще на 11 других стран, союзников США. Если говорить о Евросоюзе, в настоящем своем виде ЕС не представляет такого монолита, каким была Европа 9 или Европа 15 в начале своего пути. Это справедливо как для внешней политики, так и для внутренней политики Объединенной Европы. В связи с этим развитием ситуации в области сотрудничества со странами Центральной Азии, скорее всего, будет осуществляться следующий сценарий.
налаживание двусторонних связей и вложение национальных компаний, по примеру Германии, либо следование в фарватере внешнеполитического курса Соединенных Штатов. На данный момент четкая линия, направленная на партнерство ШОС с центральноазиатскими странами, ЕС не выработала, хотя, по всей видимости, понимание этого пробела налицо. 20 лет назад США поддержали вступление Китая в Всемирную торговую организацию. На тот момент экономика КНР была в очень плачевном состоянии, но из-за глупости тогдашних переговорщиков получила бессрочный статус развивающейся страны в ВТО. Этот статус позволил китайцам исключить импорт из Европы и США, чтобы увеличить свое производство. При этом китайские товары практически беспошлинно поставлялись на любые рынки Запада, и коммунистическая элита в Пекине этим воспользовалась. Китай построил вторую по величине промышленность в мире. В то время как американские компании тратили и тратят миллиарды долларов на разработку новейших технологий, Китай имеет возможность продавать дубликаты этих же технологий по гораздо более низким ценам, но без многомиллиардных затрат. Все это напрямую связано с участившимися скандалами вокруг деятельности китайских спецслужб, которые поставили на поток воровства Запада интеллектуальной собственности, разработок и технологий с дальнейшим и ускоренным налаживанием производства этих технологий у себя в стране. Одновременно с этим иностранцы серьезно ограничены в открытии бизнеса и торговли в Китае. Согласно утвержденной экономической политике Пекина, иностранец обязан взять в компаньоны китайского партнера и раскрыть ему все технологические секреты производства товаров, которые он импортирует или производит. Китайские власти заставляют иностранцев раскрывать секреты партнера, который часто работает на китайские спецслужбы. Пекин получает конфиденциальную информацию и немедленно передает ее своим производителям, которые используют американские технологии для производства тех же товаров. Более того, согласно демократической политике США и других западных стран, огромное количество китайцев получает возможность обучаться в американских университетах и в вузах Европы. Китайцы составляют почти треть всех иностранных студентов, обучающихся в американских колледжах. В 2017-2018 учебных годах только в США обучалось более 360 тысяч китайских студентов. Как позже выяснилось, тысячи из них были вовсе не студентами, а сотрудниками Главного разведуправления Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая и Министерства госбезопасности КНР. Уже отозваны американские визы у тысяч так называемых студентов, которые успели выучиться по многим отраслям, имея на руках дипломы и теперь занимаются шпионажем даже не готовых разработок, а того, над чем работают американские ученые и специалисты в лабораториях. То есть воровство американских разработок уже ведется на самых ранних этапах. Таких шпионов китайских граждан в США ФБР обнаружило несколько тысяч. Президент Трамп решил со всем этим покончить. И во время посещения США Си Цзиньпинем ему было конкретно предложено, чтобы китайские власти покончили с воровством интеллектуальной собственности, аннулировали требования раскрыть технологические секреты и прекратили нечестное ведение торговли. Китай ввозит в США товаров на 550 миллиардов долларов в год, а к себе впускает только на 200 миллиардов долларов. Каждый год китайцы не разрешают ввоз из США товаров на 350 миллиардов долларов. Америке китайские власти пообещали, что все эти перекосы исправят, но, вернувшись в Пекин, заявили, что никаких договоренностей по этому поводу не было. Американская администрация 2 года увещевала Пекин устранить все эти проблемы, но Китай продолжал действовать в том же духе, после чего США были вынуждены ввести значительные таможенные пошлины на китайские товары. Вначале это касалось товаров на сумму 200 миллиардов долларов, затем еще на 50 миллиардов. В следующем году будут введены пошлины на остальные 250 миллиардов. Таким образом, китайские товары станут неконкурентоспособны на американском рынке, а США будут ввозить из Вьетнама, Камбоджи, Мексики, Польши и других стран товары, не облагаемые 20% пошлинами, как китайские. Судя по всему, Пекин хотел устроить бесконечные переговоры и за это время продолжать и дальше вести несправедливую торговлю с США и красть технологии. И хотя в конце концов Трамп дожал Пекин и была подписана первая часть договора, но затем китайцы заморозили и эти принятые обязательства. И именно в этот момент началась пандемия коронавируса, что заставило задуматься мировое сообщество об истинных причинах губительного вируса. Китайцы повели себя более чем странно, обманывая мировое сообщество и заявляя, что ковид не передается от человека к человеку. США и Европа очнулись только когда на их территории началась страшная эпидемия. Сообщи китайцы о мощной контагиозности вируса на 2-3 месяца раньше, то мировое сообщество смогло бы избежать стольких жертв. Перебежчики из Китая, в том числе те,
кто работал в уханьской лаборатории, захватили с собой документы предельно ясно свидетельствующие, что китайское правительство на протяжении всего этого времени обманывало весь мир. После всего этого американская администрация окончательно потеряла всякое доверие к китайским властям и решила наладить производство всего необходимого внутри США, а также полностью вывести американские компании из Китая, ввести для них налоговые льготы, оплатить проезд и так далее. Атака 11 сентября как нельзя лучше сыграла на руку Китаю, который попытался вернуть себе преимущество, присоединившись на начальный период, казалось бы, общей теме борьбы с терроризмом. Эта тема фактически позволила Пекину выделиться из стран оси зла, к которым Китай на самом деле всегда был очень близок. Но в то же время Китаю удалось настоять на признании его собственного анализа террористической и сепаратистской угрозы в Синьцзяне. Успех этой стратегии можно найти в том, что Вашингтон внес в свой список террористических организаций Движение за независимость Восточного Туркестана, которое, тем не менее, является очень маргинальным. Это подчеркивание общих стратегических интересов с Соединенными Штатами, однако, не дало ожидаемых результатов для Пекина, особенно в том, что касается Центральной Азии. По мнению Китая, теории смены режима, приведенные в действие при посредничестве определенных НПО, имеющих поддержку Соединенных Штатов, которые особенно хвалят появление независимых СМИ, способствующих выражению оппозиции, напротив, получили подкрепление. Для Пекина стало очевидным, что в соответствии с теорией домино эти дестабилизирующие движения распространятся на всю Центральную Азию и достигнут в итоге автономного региона Синьцзянь. Тем самым Китай в значительной степени решительно подтверждает свою идеологическую специфику, что, несмотря на политику экономических реформ, проводимую режимом более 25 лет, Пекин демонстрирует своего рода соучастие с центральноазиатскими режимами, возникшими при участии бывшей советской номенклатуры. Перед лицом наступления со стороны Соединенных Штатов Китай успешно продемонстрировал замечательную способность к адаптации и перевоплощению. Пекин очень быстро провел идеологическую перестройку в своем отношении к тоталитарным режимам Центральной Азии, пытаясь противопоставить общие интересы усилению власти Соединенных Штатов и угрозам смен режимов. Цель Пекина состояла в том, чтобы уменьшить влияние Соединенных Штатов в регионе, создавая новое обоснование для союза с китайским режимом. Россия при этом прекрасно сыграла свою роль посредника в этом процессе, но сегодня для Пекина возвращение сильной России в Центральную Азию уже не считается положительным моментом. В результате своей терпеливой стратегии обхода, в которой делается упор на мягкую силу в китайском стиле, во время саммита ШОС, который состоялся в Астане в июле 2005 года, Китай и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве, основанное в частности на твердой поддержке Пекином принципа политического застоя, в отличие от принципа смены режима, проповедуемого Соединенными Штатами. Акцент был сделан на общей борьбе всех членов ШОС не просто, как в случае с США, только против терроризма, а против терроризма, сепаратизма и экстремизма, что на сегодня является наиболее выгодным механизмом для всех авторитарных режимов Центральной Азии в борьбе с инакомыслием в собственных государствах. Политика Китая в отношении Центральной Азии все больше демонстрирует способность к адаптации, гибкости и прагматизму, которые контрастируют с его политикой, например, в отношении Тайваня. Помимо поиска союзов с авторитарными государствами, которые разделяют недоверие Пекина к стратегиям смены режима, инициированным Соединенными Штатами, идеологическое измерение фактически отсутствует в отношениях между Китаем и Центральной Азией. С тех пор, как в 2013 году была объявлена инициатива «Один пояс, один путь», расширение экономического, геополитического и делового присутствия Китая во всем мире демонстрирует его стремление играть более значительную роль в системах международного управления и права. Поскольку китайская модель ориентирована на усиление своего собственного экономического роста, то у нее нет реального намерения менять управление и политические режимы в этих странах. В отличие от Запада, Пекин практически не уделяет внимания рыночным реформам, свободе слова, надлежащему управлению и прозрачности в регионе, рассматривая призывы к таким принципам, как потенциально вредные и деструктивные для текущего политического статус-кво. Туркменистан по праву является одной из крупнейших энергетических держав. Запасы природного газа здесь составляют более 20 триллионов кубометров, нефти около 20 миллиардов тонн. В 2017 году Туркменистан подтвердил свой статус на мировой арене значимым по своему масштабу событием – председательством на конференции энергетической хартии.
Этот почетный статус был единогласно присвоен Туркменистану в ноябре 2017 года как одному из самых богатых углеродом государств мира. Официальная государственная программа развития нефти и газа нацелена на увеличение годовой добычи природного газа до 250 миллиардов кубометров, из которых 180 миллиардов будут доступны для экспорта. По официальным источникам в настоящее время на долю иностранных компаний приходится около 56% добычи нефти и 28% добычи газа. По данным на 2016 год в Туркменистане работало около 40 предприятий с участием китайского капитала. Было зарегистрировано около 70 инвестиционных проектов на общую сумму более 4 миллиардов долларов США и 2,3 миллиарда юаней. Компании из Китая представлены в нефтяной отрасли, газовой и телекоммуникационных сферах, транспорте, в сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве. Но все эти показатели являются лишь внешней оболочкой политики Пекина в регионе. На самом деле ситуация усугубляется коррупционными скандалами и непрозрачностью соглашений между китайскими и региональными компаниями центральноазиатских республик. Неформальные связи с лицами, принимающими решения, позволяют Пекину эффективно продвигать свои интересы в регионе и решать коммерческие вопросы. Основными проводниками китайских интересов в странах Центральной Азии являются элиты, лица, принимающие решения, и их соратники, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. Модернизация бишкекской электростанций – очевидный пример подобной политики, возникающих в связи с этим проблем. В январе 2018 года в разгар зимы произошла авария на единственной бишкекской ТЭЦ, которую недавно модернизировала китайская компания. В ходе расследования аварии выяснилось, что различные киргизские чиновники лоббировали интересы китайских компаний и что 90% материалов, закупленных для модернизации завода, были закуплены, среди прочего, по завышенным ценам. Это превратило аварию в политический скандал, который использовался сторонниками президента Сооронбая Жээнбекова для избавления от соратников его предшественника Алмазбека Атамбаева. Никаких исков к китайским компаниям, выполнявшим работы, возбуждено, конечно же, не было. Похожий скандал разразился в Казахстане вокруг строительства транзитного легкорельсового транспорта в Астане. Но в отличие от бишкекского скандала, в казахстанской столице было реализовано всего 15% проекта. При этом все средства уже были похищены, а китайская сторона предстала перед судом. Расследование скандала было завершено в конце января 2020 года, и в числе главных подозреваемых был назван бывший заместитель мэра столицы Нур-Султан, тогда известный как Астана, Канат Султанбеков. Пекин прекрасно понимает, что государственные институты в Центральной Азии, как и в России, больше играют чисто декоративную роль и не имеют реальной власти. Именно поэтому Китай давно и надежно использует эти проверенные методы, которые аналогичны их методам в Африке, где на сегодня более 70% африканского континента уже находится под экономическим прессом Поднебесной империи. По данным Центра Карнеги, на сегодня в Синьцзяне, который граничит со Средней Азией, проживает около 1,5 миллиона этнических казахов, 180 тысяч этнических киргизов, 50 тысяч этнических таджиков и 10 тысяч этнических узбеков. Среди арестованных и отправленных в лагеря перевоспитания Китая также есть граждане Казахстана и Кыргызстана. Их родственники уже несколько лет проводят частые пикеты в посольстве Китая в Бишкеке и Нур-Султане. Сегодня многие известные политологи и специалисты по Центральной Азии все еще осторожно пытаются утверждать, что антикитайские протесты, периодически вспыхивающие в разных городах Центральной Азии и особенно активно в Казахстане и Киргизии, не являются пока доказательством всеобщей ксенофобии. Однако, по нашему мнению и мнению многих прогрессивных активистов, проживающих в этом регионе, мировое сообщество на сегодня слишком недооценивает политику Китая и возможные последствия этого влияния в ближайшем будущем, в том числе и на политику их собственных государств. Если даже касаться чисто Туркменистана, то, несмотря на экономическую интеграцию, провозглашенную Китаем, ситуация в этой республике ухудшается с каждым днем. Сегодня у туркменской нации сложилась парадоксальная ситуация, когда больше половины жителей нашей страны оказались вынуждены выехать за пределы республики в поисках пропитания или на учебу. Но из-за формальной причины с коронавирусом и закрытия границ мало кто имеет возможность попасть обратно домой. Однако китайский персонал на линии строящегося трубопровода продолжает беспрепятственно въезжать и выезжать из Туркменистана. Более того, по имеющимся у нас сведениям, Китай планирует разместить более 1 миллиона своего персонала на всей протяженности линий трубопроводов во всех среднеазиатских республиках
И свидетельством столь масштабной, но незаметной для глаз оккупации могут служить спутниковые снимки вокруг компрессорных станций, где китайские компании периодически расширяют пространство для постройки все более новых кампов под жилье для своего персонала. И, кстати, говоря о китайском персонале, нужно раскрыть и такой факт, что китайские компании зачастую используют труд своих заключенных, которым платят копейки за работу взамен отсидки в тюрьме. К примеру, в 2010 году на линии газопровода Йолатань китайской компании SNPC в Туркменистане иммиграционными службами республики были депортированы более 60 человек китайского персонала, вплоть до руководителя проекта, которые формально на тот момент должны были находиться в китайской тюрьме. Диктаторский режим Бердымухамедова довел страну до полного обнищания, безнаказанно воруя народные деньги и вывозя их из республики. Страна погрязла в коррупции и деспотизме. Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе, и даже введение сельского хозяйства невозможно, поскольку около 90% пахотных земель пришло в негодность из-за эрозии почвы, отсутствия специалистов и бездарного руководства существующего режима. Психология любой диктатуры в первую очередь всегда акцентируется на личных интересах, игнорируя интересы нации и государства. И именно поэтому диктаторы не способны увидеть вовремя глубину и масштабы надвигающейся угрозы. И именно поэтому мы, туркменская нация, находящаяся в изгнании по неволе, призываем все мировое сообщество повернуться к нам лицом и услышать наши голоса. И пока мы еще существуем, призываем всех воспользоваться этими голосами и сообща сделать все возможное, чтобы исправить сложившуюся на сегодня ситуацию, чтобы в дальнейшем избежать губительных последствий и для ваших стран в том числе. Мы, туркменская оппозиция и многочисленные наши активисты по всему миру, собираемся инициировать процедуру общенационального референдума, которая пока еще имеет под собой юридическое обоснование в Туркменском избирательном кодексе. Единственным нашим требованием будет смена существующего президентского диктаторского правления на парламентскую систему руководства в стране, когда судьбу нашей страны будет решать уже не семья или один человек, а вся нация. Мы призываем все страны мира укрепить и распространить этот прецедент на примере нашей нации, как эффект домино, чтобы дать возможность каждой нации и каждому человеку жить на этой планете в соответствии с Божьими и общечеловеческими принципами мира и благоденствия. Не забывайте, что, помогая сейчас туркменской нации в обретении свободы, вы в первую очередь помогаете себе и будущему своей собственной нации.